смотрите программу «Актуальное интервью», в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. В начале августа традиционно отмечается День физкультурника. В республике, где развитие физической культуры и спорта на особом внимании, эта дата всегда отмечалась массовым и активным подходом. Об этом и не только. Поговорим сегодня с первым заместителем министра физической культуры и спорта Республики Саха Гаврилом Махначевским. Гаврил Михайлович, здравствуйте. Доброе утро. Так, давайте, наверное, сначала о празднике. Всероссийский день физкультурника будем отмечать уже совсем скоро. Что запланировано в этом году? Да, добрый день еще раз, уважаемые телезрители. День физкультурника – это всероссийский праздник. День физкультурника. Здесь праздновать будем очень масштабно по всей республике. Вся страна будет праздновать день данного праздника. Что мы планируем? Мы 8 числа августа с 11 часов на стадионе Туймада имени Николая Николаевича Тарского будет нацелено именно на всех горожан, для всех категорий, то есть это дети, молодежь, кооперативный спорт и, конечно же, это пожилым людям, которые доступно, что физкультура и спорт на сегодняшний день доступно. Мы с точки зрения будем организовывать данный праздник. Вот. И, соответственно, что мы в целом хотим показать, что в республике какие виды спорта в целом культивируются. У нас порядка более 100 видов спорта культивируются в нашей республике. И на сегодняшний день все федерации, которые, в целом, которые заинтересованы будут, все должны показать свой вид спорта, показать нашим жителям, какие виды спорта у нас развиваются. И, конечно же, какие технологии именно развития и укрепления здоровья на сегодняшний день работают. Также, конечно, будут ведущие тренеры будут, данные виды спорта, наши инструктора будут. Конечно же, все подведомственные учреждения нашего Министерства спорта также будут принимать участие. Также, соответственно, город Якутск будет выставлять своих лучших спортивных школ, которые на сегодняшний день работают на территории города Якутска. Ну и, конечно же, это спортивные клубы, также и детям, которые работают, и также клубы, которые, фитнес-клубы, да, клубы единоборств, и разные клубы все будут выставлять свой вид спорта, свои клубы, свои организации. Поэтому, я думаю, ежегодно мы стараемся провести максимально доступный, чтобы каждый ребенок, который будет посещать данный праздник, будет с собой взять именно попробовать, да, и, конечно же, знать, какие виды спорта, и попробовать, как говорится, на себе. И поэтому таким ключом мы будем организовывать данный праздник. Ну и девиз у праздника в этом году «Спорт объединяет поколения, семьи и народы» тоже был выбран не случайно. Да, не случайно, потому что, я сейчас еще раз сказал, максимально мы будем показывать, в целом формат будет фестивальный, да, каждый может подойти, посмотреть, разные активности будут, по видам спорта, игры будут, какие-то маленькие турнирчики будут. Поэтому еще раз хочу сказать, что Якутия в движении, да, это в целом на сегодня мы знаем, мы и видим, что очень много детей уже начинает, как говорится, это гиподинамия, да, которая это дает, что малоподвижный образ жизни на сегодняшний день нас настораживает, поэтому мы должны эту проблему, бороться с этой проблемой. И поэтому на сегодня все наши ведущие, я еще раз повторюсь, наши тренера будут, инструктора показывать все, что физкультура и спорт, насколько он будет эффективным в целом для здоровья человека. А про площадки напомните, пожалуйста. Площадки будут разные. Я еще раз скажу, будет отдельная, конечно, будет площадка для детей, населенные, заточенные. Это разные активности. Будут стоять Федерации само собой виды спорта. Также будут стоять наши
учреждения, по 11 учреждений Министерства спорта. Это по национальным видам спорта. Как раз таки также будет маленький турнирчик игры догонщиков по национальному многоборью. Будет. В прошлом году было столько участников, что они до вечера там соревновались. Но нынче будет чуть ограничено количество участников, но тем не менее это мероприятие будет проводиться. Также адаптивный вид спорта будет, лечебная физкультура. Также мы приглашаем наших коллег Министерства здравоохранения. Они также будут и протестировать людей, которые будут приходить и пройти мини-тест, осмотр своего здоровья. Так, далее, ну вот еще раз, спортивные клубы отдельно также будут стоять. Ну и, конечно, силовые виды спорта также будут представлены. Будет проводиться также маленькие турниры, где воющие посмотрят, насколько сильные ребята, насколько можно быть сильным, занимаясь спортом. Вот. Ну и, конечно, это настольные игры будут, интеллектуальные игры также будут представлены, шашки, шахматы. Поэтому, ну, вообще программа будет обширная, я вот еще раз повторюсь, поэтому также будет настольный теннис. Настольный теннис на сегодняшний день даже начинает конкурировать с самыми массовыми видами спорта, как волейбол, баскетбол и футбол. Поэтому и настольный теннис также будет представлен отдельно на своей площадке. Вообще у нас, да, в республике очень большое внимание спорту уделяется. Я хочу вас спросить еще про программу «Земский тренер». Сейчас же идет прием заявок. Да, действительно, нынче с прошлого года данная программа стартовала. В прошлом году в нашей республике было выделено 3 квоты, то есть по именно земскому тренеру. Нынче у нас 18 квот, уже больше. И конкурс 10 августа завершается, и на сегодня идет прием заявок. Думаю, что эта программа должна работать очень эффективно, потому что у нас есть потребность районов по именно тренерам, по разным видам спорта. Ну и, конечно, сейчас и районы, и люди, которые соискатели данной профессии земского тренера, должны, соответственно, прийти к общему языку, да, к такому синхронизацию, можно сказать, чтобы каждый желающий идти работать в районах доступно было ему и жилье, ну и рабочее место, соответственно. Поэтому эта работа ведется, и вот еще раз повторюсь, если кто смотрит, желает участвовать на этой программе, земский тренер, до 10 августа принимаются заявки. Но по программе «Земский тренер» требуются не только тренеры по каким-то определенным видам спорта, и еще же учителя физкультуры, наверное? Нет, нет. На сегодняшний день я вот четко скажу, что земский учитель программы, это идет по линии Министерства образования и науки нашей республики, соответственно, России. Именно проект «Земский тренер» это идет Минспорта России. Поэтому разные конкурсы, разные ведомства. Угу. Какие еще есть федеральные программы, которые у нас в республике реализуются? Ну, еще дополню, что вот уже несколько лет работает программа, также федеральное Министерство спорта России. Это предоставление спортивной площадки ГТО, первое, и второе – это спортивные площадки, как так называемые умные площадки. Что они представляют себя? Ну, соответственно, ГТО само имя говорит, название. Здесь на 200 квадратных метров ставится порядка от 23 до 26 тренажеров, именно нацелены именно на ГТО, да, общей физической подготовки. Это, соответственно, есть требования, техническое задание, где вот на бетонной плите вот это все должно быть стоять, данное оборудование. Так, нынче у нас квота от Минспорта России 9 площадок. Эти площадки уже распределены по нашей республике. И сейчас на данный момент наши наследники, которые удостоились, стали победителями конкурса. Это идет все равно на конкурсной основе. И сегодня вот 9 наследников сегодня идет монтажная работа, именно чтобы поставить
данная площадка ГУТО. Вторая площадка — это умная площадка, она намного больше, имеет свою игровую площадку отдельно, также отдельно имеет и тренажерную площадку. Поэтому здесь нынче у нас выделено 3 квоты. Это также районы ведут работы именно по монтажной работе. Мы должны полностью вот эту всю площадку закончить до 1 сентября. И также по ГТО площадка должна завершить к Дню физкультурника. Поэтому также будет таким событием, что мы будем открывать площадку ГТО в нашей республике. Мгм. Ну, вы про гиподинамию уже сказали, но тем не менее я все равно хочу вас спросить, почему же вот в 2026 году особое внимание мы уделяем семьям и детям вот как раз по линии физической культуры и спорта? Да, ну, действительно, физкультура и спорт мы должны начать уже с начальных классов, и детей приводить именно в младший возраст. Конечно, здесь мы должны показать то, что в целом, какие виды спорта, вот я еще раз повторюсь, какие виды спорта у нас культивируются. И ребенок, и родители сами должны посмотреть, куда будет давать детей, на какие виды спорта, и с каких лет у нас тренируют по тем видам спорта. Да? И также будет представлена вот спортивная школа, которая уже с 1 сентября начнется уже тренировочный процесс нового учебного года. Детская юношеская спортивная школа в городе Якутска будет уже записывать, уже начнется набор на спортивной секции. Те ребенок, который уже пошел с раннего возраста на какой-либо вид спорта, он уже будет иметь свою базу данного вида спорта. Ну, неважно, какой вид спорта, легкая атлетика, может быть, вольная борьба, бокс. И это уже у него будет, как говорится, в крови уже будет заложена именно та программа, которой он будет в будущем заниматься физкультурой и спортом. И будет понимать, насколько она важна здоровье и укрепление здоровья. В целом человека, который будет заниматься физкультурой и спортом. Ну, мне остается с вами только согласиться. Гаврил Михайлович, большое спасибо, что нашли для нас время. Поздравляю вас с наступающим праздником. Спасибо. Приходите Спасибо. к нам еще. Обязательно. Напомню, вы смотрели актуальное интервью. До встречи.